день. Очень много говорилось о том, какие-то личные профсоюзные организации, но я немножечко, в общем-то, иду в сторону со своим вопросом. Но постараюсь, в общем-то, тоже поднять такой вопрос, который актуален на сегодняшний день. Меня зовут Нестерова Галина Валентиновна, я председатель профсоюзной организации МУПУСОШ номер 9 города Оренбурга с 2013 года. Коллектив нашей школы не маленький, и члены профсоюза в нем составляют 95%. Поэтому и профсоюзу, и администрации очень тесно приходится работать. Средняя общеобразовательная школа номер 9 Дзержинского района города Оренбурга основана в 1982 году. С 1989 года реализует программу основного общего и среднего уклонного образования, выделив начальное звено в начальной общеобразовательной школе номер 75. Основной целью образовательной деятельности учреждений является создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, духовного и физического развития личности, всемирного развития его способностей. Основное направление образования в школе – адаптация учащихся к жизни в современном обществе на основе общего основного и среднего образования. Количество учащихся в школе более 800 и учителей 48 человек. Конечно, как и в других школах у нас есть проблемы, но мы стараемся их решить или найти компромисс, или найти правильное решение. Вот актуальным и спорным вопросом всегда был вопрос, работать ли учитель в соответствии с недельной нагрузкой или отрабатывать 36 часов в неделю, как требует администрация. Почему так невозможно? Потому что по трудовому законодательству у директора, заместителя директора, социального педагога, психолога 6-часовой рабочий день. Ну, естественно, если у них такой рабочий день, то и директор требует такой же рабочий день от нас. Но мы смогли вместе с правкомом, опираясь на консультации горкома профсоюза, убедить директора Ольгу Леонидовну в том, что это нарушает трудовое законодательство. Дело в том, что проблема регулирования режима рабочего времени педагогических работников возникла между работодателями и работниками, и профсоюз, как общественный выборный орган, должен был найти это решение. Вспомним крылатое выражение из мультфильма «Стране невыученных уроков». Для описания взаимоисключающих возможностей, в которой жизнь главного героя зависит от того, как он расставит знаки препинания. Вот в такой ситуации оказываемся мы учителя, от которой зависит два взаимоисключающих решения. Поэтому приказ номер 1601 гласит об утверждении особенностей режима рабочего времени, отдыха педагогических и иных работников образования, говорит, что точка поставлена на неправомерном применении учителям и некоторым другим педагогическим работникам количества 36 часов продолжительности рабочего времени в неделю. Эта проблема также продолжает вызывать вопросы при обсуждении приказа. Особенно этот приказ активно обсуждается введением ФГОСов, так как обучающие в программе ФГОСов должны находиться в учебном заведении с утра и до вечера, занимаясь кроме обучения еще и кружковой внеурочной деятельностью. Рабочее время учителей состоит из двух частей. Время, необходимое для выполнения согласно квалифицированным характеристикам по занимаемым должностным обязанностям по проведению учебных занятий, и затрат времени на выполнение должностных обязанностей, для которых не могут быть установлены конкретные их нормативы. Поскольку выполнение таких работ может осуществляться ежедневно, не еженедельно и даже не ежемесячно. Это учителя-предметники, преподаватели дополнительного образования, тренеры преподаватели и педагоги профессиональных учебных учреждений. Администрация утверждает, что эта недельная нагрузка должна входить в то количество часов, которое распределено на неделю 36 часов. И вот, одна нагрузка 18 часов недельно – это одна, а для того, чтобы, в общем-то, получилось полный рабочий день, то к 18 еще прибавляется, допустим, те же 18 часов. И вот вторая вот эта часть нагрузки должна, в общем-то, входить туда. Проверка тетради, туда должно входить, классное руководство, туда должно входить, просто вся работа, которую, в общем-то, мы как бы не замечаем с детьми. Так вот, 37-я статья рекомендаций по установлению на федеральном и региональном местном уровне системы оплаты труда утверждает, что как раз-таки этого делать нельзя, потому что 18 часов это недельная нагрузка, а все остальное человек может заниматься, всей остальной работой
понятно, для того, чтобы человек не затрачивал лишнее время, в школе должен существовать определенный план работы, который, в общем-то, должен контролировать вот, графики того, что на педагогический совет отведено столько-то времени, на работу дополнительную отведено столько-то времени, и, в общем-то, то есть человек должен был заранее знать, что кроме 18 часов у него еще существуют определенные задачи, которые он тоже должен выполнить вот в своем рабочем. Да. Дальше. Но еще следующий вопрос остается, это работа педагога в каникулярное время. В каникулярное время, и опять утверждать, что человек должен сидеть, находиться в рабочей, отслеживаться 36 часов. Нет, этого не должно. И люди, которые свободны от занятий по расписанию, они должны их проводить с тем, чтобы повышать свой педагогический уровень, повышать уровень своей квалификации, ну и в конце концов выполнять ту работу, которую он не может сделать непосредственно находясь в учебном заведении. Следующий вопрос, который действительно очень широко и активно обсуждается, это вопрос так называемых окон. Все вы прекрасно знаете, что для того, чтобы составлять расписание, не всегда получается, что учитель и уроки идут подряд. Значит, естественно, в нашей школе вот этот вопрос является тоже одним из самых важных, потому что если это перемена, то, соответственно, что? Мы должны находиться с учащимися. Но если этот вопрос, допустим, первый проставлен и последний урок, то вот эти вот 3-4 урока, это уже не входит в рабочее время учителя. И поэтому вот профсоюз обратился к администрации школы для того, чтобы этот вопрос более плотно ставили уроки, для того, чтобы учитель мог действительно более экономно использовать свое время. Естественно, это все обсуждается на профессиональном уровне, естественно, это все обсуждается, опираясь на документы, и здесь нам помогает, естественно, горком профсоюза. Так, следующее. Ну и, значит, момент, который хотели тоже уже вопросы эти поднимались, это так называемый эффективный контракт. Значит, что такое эффективный контракт? Это договор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели, критерии оценки эффективности деятельности. Для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказанных муниципальных услуг, а также мер социальной поддержки. При заключении социального эффективного контракта учитывается система оплаты труда, система нормирования труда, условия труда, режим рабочего времени, штатное расписание. И вот в зависимости от того, как коллектив составит эти критерии, в общем-то, в зависимости от того, и будет соответствующая заработная плата. Как и многие школы, в этом году наша школа переходит на подписание эффективного контракта, и поэтому эти критерии мы разрабатываем совместно с организацией, с администрацией нашей школы. И самое главное, нужно, чтобы оказалось, чтобы заработная плата после введения эффективного контракта была не меньше, а действительно оказалось больше. Ну вот для этого мы предлагаем, конечно, массу усилий для того, чтобы это произошло. Так, и последнее, что мне хотелось бы обратиться, наверное, все-таки к представителю Министерства образования, Министерству, вернее, к областному профсоюзу. До прошлого года учителя, которые проверяли ОГЭ, ЕГЭ, математику, русский язык, обществознание, в общем-то, после работы уходили, тратя свое личное время. И порой, в общем-то, эти процессы заканчивались очень поздно. Я сама проверяла, в общем-то, последний раз мы как раз уходили где-то в 11 часу. Раньше по договоренности между муниципальными руководящими органами, между министерством было так, что в конце года дают отгулы. А сейчас это запретили. Вот как можно этот вопрос, в общем-то, решить? Я обращаюсь к представителям высшей